Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. События будущей недели. Что вас ждет, что в жизни вашей будет происходить, что будет меняться. Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вас, мои хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, а неделька-то у вас непростая. Очень много интенсивных событий вас ждет. Прям некогда будет и отдохнуть. Продыху вам не будет. Как-то, вот знаете, у вас как с понедельника начнется, так где-то вот в субботу и закончится. Очень много ярких событий, очень много перемен, очень много заданий, очень много ситуаций, которые вы не планируете, но которые произойдут с вами по судьбе. Ну, теперь давайте по порядку рассмотрим. Во-первых, я вижу, что вы рыбу будете удить. А рыба такая, знаете, хитренькая. Не хочет она на удочку, на вашу, на крючок идти. Тут эту рыбу придется буквально уговаривать. И говорит: ну, рыбочка, ну давай, ну моя хорошая, ну смотри, какая вкусная приманочка, ну давай, иди ко мне. Придется приложить усилия для того, чтобы рыбку поймать. Но все ваши усилия, они все окупятся. Кто себя не пожалеет, кто действительно хорошо, так крепко поработает на славу, тот и рыбку добудет. Причем неплохую рыбку, ее много. Она прям, знаете, вот как дразнится эта рыбка. Но на удочку не спешит клевать. Придется поуговаривать, либо какие-то дополнительные действия совершить. Люди, которые занимаются своим делом, да, у вас свой бизнес, вы создаете, либо оказываете услуги, у вас очень много потенциальных денежных клиентов, но вам придется себя рекламировать, вам придется каждому вот объяснять, рассказывать, что мой сервис лучше, мои товары качественнее, да, вот от того, насколько вы будете себя рекламировать, столько вот заказов, клиентов к вам придет. Поэтому стесняться нельзя. Нужно пахать, мои хорошие, пахать. Можете очень много заработать. Либо таких классных клиентов привлечь, которые потом постоянно будут у вас отовариваться, либо заказывать услуги. Хороший на самом деле знак. Придется работать. Смотрите, наряду с работой у вас еще перемены в личной жизни. Причем такие вот прям серьезные. Я вижу, что вы с кем-то сможете помириться, либо восстановить отношения, либо договориться. И еще один человек прям за вами ухлёстывать будет. Ну, допустим, вы замужем, да, либо у вас жена, вы мужчина, смотрите, у вас жена. При этом к вам кто-то будет приставать, причем всю неделю. Человек пристает, ухаживает, там многозначительно на вас смотрит, куда-то вас зовет, приглашает, угощает, понимаете? Вот такой еще момент. Вам и хочется, и страшно, да? Ну, кто в браке, все понимают. Если вы не в браке, но у вас есть постоянный партнер, то здесь прям такой тоже соблазн. И вы и туда, и сюда. У вас возможность выбирать, да, вот с кем все-таки провести время. Будет очень интересно. Вот здесь у меня люди найдут общий язык. Люди друг от друга отвернулись, и каждый в свою сторонку смотрит. И каждый ждет, ну, как знака, весточки, либо примирительного шага со стороны другого. Но никто не спешит шагать. Вот так вы посидите несколько дней, очень сильно соскучитесь друг по другу, и сама судьба вмешается. Видите, вот ангел, который вас как лбами сталкивает. Вот будет ситуация, что вы не ждали, не гадали, а вас с тем, с кем вы поссорились, лбом столкнут. Да, вот как будто бы сама судьба говорит: ну что, ребят, очнитесь, хватит вам дуться друг на друга, что это за ссоры пустые. Вам нужно быть вместе, любить друг друга, помогать друг другу, оберегать друг друга, там, нежность проявлять. Зачем вы ссоритесь? И вот прозрение. Для двоих идет прозрение, что да, мы очень глупо поступили, что мы поссорились, обиделись, и
Все-таки надо мириться, надо. У кого-то это не любовная тема, у кого-то, может быть, друзья, подруги, да. Вы с какой-то подружкой поссорились, либо с другом, если мужчина смотрит. Сама судьба лбами столкнет, потому что вы друг другу нужны. Вы друг друга по-настоящему поддерживаете, друг другу по-настоящему помогаете. Ну что ж, надо мириться, значит, будете. Тем более я вижу, что здесь никто не против помириться. Просто никто не хочет делать первый шаг. Ну, судьба сделает за вас первый шаг. Либо так вас друг к другу подтолкнет, что это и будет обоюдным первым шагом. Дальше, мои хорошие, мосты разойдутся. Либо какой-то отказ вы можете получить, либо что-то будет отменяться. Отменяться на время, либо отменяться навсегда. Эти мосты у вас слева. Ну да, на самом деле не очень приятный знак. Опять же, слева вы не ждете, вы думаете, что все хорошо будет, там я уже со всеми договорилась, мне уже все пообещали, никаких проблем не возникнут. Ну вот могут возникнуть. Помните, пожалуйста, мои хорошие, когда закрывается одна дверь, сразу же открывается другая. Скорее всего, вам туда не надо, вас туда не пускают. Это не ваша ситуация, либо эта ситуация не принесет вам хорошего результата. Высшие силы не хотят, чтобы вы разочаровались. Высшие силы не хотят, чтобы вы в какую-то неприятную историю попали. Поэтому вас туда и не пускают. А может быть, там сама по себе эта ситуация была как большой обман, мистификация, да, вот какая-то обманка была. Где-то все-таки откажут. Тут ничего не поделаешь, не попишешь, но вы быстро утешитесь. Тут птица прям в спину бьет. Когда вы получаете отказ, буквально в ближайшие минуты, а может быть в ближайшие часы, либо на следующий день что-то невероятное прям ворвется в вашу жизнь. Какие-то очень добрые, хорошие, теплые новости. И этими новостями вы полностью утешитесь и про вот эти сломанные мосты думать не будете. Дальше показывают женщину, которая потеряет свое лицо. Человек без лица – это никто. Это даже уже не человек, это нечто. Эта женщина у вас, она перед глазами находится. То есть вы ее постоянно где-то видите, либо она на шаг впереди вас всегда оказывается. Вот я вижу, что она лицо потеряет, но потерянное уже не вернуть. Ее буква А переворачивается и начинает тонуть. Все ее начинания познают фиаско, катастрофа, это поражение. Как она потеряет лицо, я не могу сказать. Это общая отсыпка. Я даже не могу сказать, кем она вам приходится. Хотя есть такое смутное подозрение, что это какая-то соперница, конкурентка. Либо человек, который не дает вам продвигаться. Знаете, как завал на дороге. Не обойдешь, не объедешь, не перелезешь. Да? Но вот лицо она теряет, и это все безвозвратно. Свое лицо себе она больше не вернет. А все ее начинания просто вот на корню зарубаются, и буква А тонет. То есть уже все, не выплывет, понимаете. Тяжелая история. Значит, такая судьба, значит, так и надо. А может быть, эта женщина большая грешница, да, уже так разгневала небеса, что небеса смотреть на это не могут. И вот решили именно в этот момент вот так ее всего лишить, да, потери лица, потери имени, репутации, всего того, что она имела, делала, к чему стремилась. Что есть, то есть. Для вас это хорошее событие. Да, может быть, и не какое-то там радостное, не будете радоваться чужому горю. Тем не менее, хорошее событие, да, потому что у вас открываются дороги, у вас будущее раскрывается, туман уходит, преграда уходит. Почему бы и нет. Просто так ничего не бывает. Так, еще. Вам придется на будущей неделе бежать вперед и за собой, буквально за руку, какого-то человека тащить. И я сразу хочу сказать, что человек будет сопротивляться. Этот человек чем-то напоминает вот эту пресловутую историю про чемодан без ручки, который жалко бросить и тянуть тяжело. Но в вашем случае нет мысли о том, чтобы бросить, просто тянуть тяжело, да? Потому что тут и без ручки, и без колесиков. И вам придется бежать, да, спешить, много всего делать и еще какого-то человека стимулировать, подталкивать, доводить до нужных точек.
У кого-то отыграется, что это ваш ребенок. У кого-то отыграется, что это ваш там знакомый, родственник. У кого-то отыграется, что это ваш любимый человек. Ну, если не вы, то никто. Понимаете, сам человек ничего делать не будет. Ну, что есть, то есть. Тем более я вижу, что это не первый раз в вашей истории жизни. Ну, вот повторяется. События повторяются. Немножечко, конечно, нужна будет вам как компенсация, да, как-то восполнить свои силы. Но я думаю, что результаты будут вам достаточной компенсацией. И ваши результаты, и результаты этого человека, которого вы за собой будете тащить. Кстати, у кого-то еще на работе может быть история, что вам придется кого-то обучать, либо за кого-то делать работу. И свою успеть сделать, и за кого-то поработать. Но если эта ситуация, связанная с работой, то вас точно ждет награда. Без награды тут точно не обойдется. Тут хотя бы понятно, да, награда. Ну, что есть, то есть. Я так понимаю, что вы сильная личность, вы человек прозорливый, вы человек деятельный, активный, поэтому вы и сами все успеете, и за собой еще этого человечка протащите. Дальше. Вижу вас в каких-то подушках. Подушки такие мягкие, такие прям, знаете, Соньку поймаете. Великий риск того, что вы можете проспать, либо несколько дней вы можете там просыпать в нужное время. Поэтому заводите сразу несколько будильников на разных гаджетах, заводите, да, чтобы вот точно не проспали. Ну, может, вы и не опоздаете, но вот в панике, в этой истерии, да, в спешке будете собираться, можете что-то забыть, либо не сделать, не доделать. Ну, не те эмоции, с которыми нужно начинать новый день. А особенно, если у вас какие-то важные дела, важные задания, понятно, что не очень хочется. Также смотрите, чтобы никто из ваших близких не проспал. Может быть и такое, что и близкие могут проспать. Дальше, мои хорошие. Вижу, что вы с кем-то будете обниматься. У вас такие объятия, прям теплые-теплые. Это очень приятные объятия. Может быть, какая-то встреча. Вот вы с человеком дружили, общались. Может, родной человек, давно не виделись. А тут у вас такая вот прям душевная встреча. Но встреча почему-то мне идет какой-то короткой. Либо не успеете наговориться, либо кто-то из вас будет спешить. Ну, хотя бы повидаетесь, да. Вот вижу, что теплом сердце ваше согреется. Так, еще. Независимо от вас и вдали от вас какие-то грозные события происходят, как будто бы из туч молнии летят. Где-то будет страшно, вдалеке от вас. Но вы об этом не сразу узнаете. Но когда узнаете, все уже будет закончено. Да? То есть не успеете испугаться, а все уже закончится. Событие достаточно сложное. И ну, вот мне идет, что какие-то люди, которые ни в чем не виноваты, как будто бы пострадают. Может быть, какие-то облавы, проверки, стихийные бедствия. Ну, что-то такое, знаете, вот никто ни от чего не застрахован. Но это далеко от вас и происходит с какими-то другими людьми. Может быть, даже вы их и не знаете, этих людей, да, но все равно вам, как человеку, который умеет сочувствовать и сопереживать, будет немножко не по себе. Ну, скорее всего, новости такие услышите. Так, еще, мои хорошие, здесь показано дерево. Но это дерево, это не куст. И с этого дерева какая-то женщина пытается обрывать, что-то обрывать, листики, веточки, может быть, плоды даже обрывать. И она такая прям уверенная в своей правоте, что да, я могу, я имею право. Ну, какие-то посягательства, скорее всего, на то, что принадлежит вам. Может быть, даже посягательства на какие-то вещи, имущество. Какое-то такое поведение, знаете, безрассудное и преступное. И вот именно вам придется дать ей хорошо по рукам. И по рукам, и по шее, и, скорее всего, еще и пендалем ее прогнать. Но женщина невменяемая немножко, только грубую физическую силу понимает. Ну, либо какой-то крепкий такой, знаете, мат. И, ну, недоброе выражение лица, скажем так. Если честно, вы будете шокированы. Такой наглости вы не ждете. Но эта женщина может быть соперница, конкурентка, соседка, какая-то просто наглая особа, да, которая на ваше покушается. И вам придется отбиваться. Да. Вам придется не просто отбиваться, вам придется ее
вот оттащить от этого дерева и прогнать куда подальше. Кстати, еще, мои хорошие, могут быть моменты, если у вас там дети, подростки, ну, либо которые вышли из подросткового возраста. Например, там сын приведет невесту такую наглую всю, и она начнет без спроса там все трогать, на себя примерять. И вот вам придется ее выставить за дверь. Ну, может, мальчик ваш не видит, что она нехорошая девочка, да? Может, он ей очарован, либо околдован, и придется делать вам. Может быть, она уже ваша невестка, да? Вот придет к вам без спроса, начнет ваши вещи перебирать, что-то себе там отбирать. И вам придется ее на место поставить и показать, где выход из вашего дома. Ну, либо соседка, не знаю, подворовывать начнет, там, с балкона тянуть у вас, либо там на участке, если в частном доме живете. Ну, такая история. Вы немножко на нервах будете, аж, знаете, немножко колотит вас. Но, с другой стороны, вы свое отобьете. Да, сможете справиться. Так, еще я вижу мужчину, который хочет женщине сделать сюрприз. Но, знаете, как история, хотели как лучше, а получилось как всегда. Скорее всего, он не очень хорошо понимает, либо не очень хорошо помнит, что вы там заказывали, хотели, что для вас важно. То есть мужчина, ему нужно помогать, либо ему нужно оставить какие-то хотя бы мелкие подсказочки. Ну, то есть там можете оставить открытый компьютер на страничке там, с желанным колечком, либо парфюмом. Ну, чтобы сюрприз все-таки удался, да, то купит вам какую-нибудь неприличную вещь, вот, и сюрприз будет испорчен. В общем, девочки, все в ваших руках. А по нему будет видно, он будет странно себя вести, он будет задавать вам какие-то странные вопросы. Там накануне вы там какой-то суммы денег не досчитаетесь, премии, например, да, либо зарплату не всю принесет, скажет, что кому-то занял. На самом деле он отложил вам на сюрприз. Вот. Но чтобы все-таки сюрприз удался, давайте ему подсказки. И чем ваши подсказки будут более явными, тем удачнее будет сюрприз. Тут уже все только лишь от вас зависит. У мужчины фантазии нет, у мужчины память девичья, он забыл то, что вы ему говорили. Вот, мучительно пытается вспомнить, стесняется спросить, поэтому сюрприз может быть ну такой себе, да. Но вы знаете своего мужчину, понимаете, о чем я говорю. Дальше, мои хорошие, ваше имя где-то будет написано. Причем такими красивыми, четкими буквами. Либо куда-то вас в какой-то список внесут, впишут. Либо это какой-то, ну как это называется, там где премии, да, прошение на получение премии. Может быть, на какие-то улучшения. Вот где-то ваше имя будет вписано. И вам об этом скажут с каким-то опозданием. Вы почему-то расстроитесь, скажете, ах, опять я не попала, опять мне ничего не дадут, да, либо ах, на меня внимания не обратили. Но вам с опозданием потом говорят, ты знаешь, твое имя мы вписали, да, либо ты вот получишь. И вот вижу, что у вас на этой почве прям такая радость случится. Аж глаза засияют. Будете считать, что вам повезло. А я, знаете, так скажу, это не повезло, это заслуженно. Это реально заслуженно. Так, еще показано, что вам нужно не терпеть, не молчать, а отстаивать свой интерес, свои желания и ну вот спуску не давать. Вот какие-то люди видят вас терпилой, простите за слово, но именно так идет из потока. И эти люди, они уже так обнаглели, вот, и прям ведут себя безобразно. Вам нельзя молчать, нельзя, надо бороться, нужно отстаивать, нужно показать, что у вас есть зубы, что у вас есть кулаки, да, что вы будете бороться и защищать и себя, и свое. Это очень важно. Это на работе может произойти, по соседству, в принципе, где-то может произойти. Молчать нельзя, нужно бороться. Так, еще на будущей неделе я вижу, что вы куда-то будете ездить. Может быть, как медицина, знак медицины. Кто-то анализы будет сдавать, кто-то поедет к терапевту, может быть, либо к какому-то узкому специалисту, кому вы там записаны были. Почему-то у вас волнение, почему-то у вас переживания, почему-то вы так себя чувствовать неуверенно будете. Но переживать и волноваться вам не за что.
Я вижу, что если какие-то манипуляции назначены, либо что-то нужно пройти, сделать, все нормально будет, достаточно быстро, комфортно, без лишней нервотрепки. Аж сами удивитесь, скажете, ну надо же, медицинское учреждение, да, и люди так шустренько работают, да, никаких проблем не создают. Нету этой медицинской бюрократии. Либо вам попадется очень ответственный персонал, либо доктор очень такой положительный, который знает свою работу. Ну вот вижу, что будете очень довольны, и спокойны, и довольны, и прям даже настроение у вас улучшается. Кому-то будете рассказывать, а человек так скептически говорит, ну не могу поверить, да, такого не бывает. Нет, что-то тут не так, ты меня обманываешь. Но вы правду будете говорить. Дальше. С ребенком. Время, проведенное с ребенком, либо вы с ребенком куда-то пойдете, либо уроки вместе будете делать, либо какой-то, может быть, проект в школу, да, что-то вы будете делать с ребенком, много будете смеяться, либо очень весело проведете это время. Вроде чем-то серьезным занимаетесь, а так приятно, да, так хорошо. Может, даже это не ваш ребенок, может, внук, внучка, да, вот как-то так мне идет. Прям как детство свое вспомните. Так четко-четко, ясно-ясно. Хороший знак. Что-то у вас вверх пойдет. Стремительно вверх. И вы, как человек, наученный жизнью, да, горьким опытом, боитесь спугнуть свою удачу, либо вы думаете, это временно, это временно. Сегодня вверх, завтра вниз, да, либо резкий, как подъем, резкий спад. Уже такое было, проходили. Но на самом деле я вижу, что то, что пойдет вверх, вот в какой сфере жизни, у кого-то на работе, у кого-то в личном, у кого-то там здоровье, у кого-то еще что-то, это прям стабильно будет вверх идти. Может быть, не на такой скорости, как вот на будущей неделе, но будет именно подниматься стрелка, не будет опускаться, будет только лишь расти и подниматься. Не вижу провалов. И то, что начнется на новой неделе, оно ведь очень долго к вам пришло. Может быть, даже и на год, а может даже больше. Так что, мои хорошие, добрый знак для вас. Дальше, мои хорошие, покупки, приобретения. Очень похоже, что в интернете что-то будете заказывать, либо кого-то попросите, чтобы вам заказали. И еще похоже, что вы прям прицениваться к чему-то станете. Это не будет так, что вот увидела, загорелась и купила. Нет, вы сначала увидите цену, потом поищите в других местах, потом проверите, перепроверите. И только когда найдете прям самый лучший выгодный вариант, тогда вы купите. Какой-то у вас новый подход к шопингу идет. И этот подход, он прям очень правильный. Он поможет вам сохранить деньги. Он поможет вам принимать действительно взвешенные решения. Нужна ли вам эта вещь, либо нужна ли вам эта покупка. Либо я могу обойтись, либо что-то лучшее найти. Еще очень яркая звезда у вас показана. Звезда, которая вас манит. Вы чего-то очень сильно захотите, и вы прям для себя решите, что я все сделаю, лишь бы эту звезду себе заполучить. Вот как желание. У вас новое желание появится на будущей неделе. А я вам так скажу, звезда непростая. Она очень похожа на звезду путеводную. Да? Возможно, когда вы загоритесь этим новым желанием, неосознанно, идя за этим желанием, вы поменяете свою жизнь. Ну, либо развернете свою жизнь немножечко в другую сторону, в более лучшую сторону. Не в сторону, когда вы для всех живете, а в сторону, когда вы живете больше для себя. Вот такой немножко здоровый эгоизм. Это то, что вам не хватает. Так, еще вот женщину показывают рядом с вами. Женщина, которая хочет расплакаться у вас на плече либо на груди. У нее что-то произошло, причем я так понимаю, что она сама виновата в этом. Может, вы ее предупреждали, может, ее кто-то предупреждал, может быть, она наобум действовала. Ну вот у нее кошки шкребут, ей нужно чье-то плечо, чтобы на нем поплакать. Ей не нужно утешение. Ей не нужна там подсказка, совет. Ей нужно просто с кем-то поделиться своим этим перегрузом эмоциональным. Вы
я так понимаю, очень эмпатичный человек, поэтому сильно на себя там не берите. Поймите, что эта женщина прекрасно понимала, отдавала себе отчет, на что она идет. Это был ее осознанный выбор. От этого ей так горько. То есть ничего там прям страшного, криминального с ней не случилось. Ей так грустно, потому что она сама себе это выбрала. Вот. Ну, опростоволосилась, да. Из-за этого ей так горько. Вы тоже с умом жалеете, да, потому что я вас знаю, вы сейчас начнете на себя ее проблемы перетаскивать, а это вам ни к чему, просто ни к чему. Еще вот какой-то яркий свет мне идет. Свет, либо как прозрение, да, вот увидеть все четко и ясно, либо это какой-то сигнал, да, сигнал световой, например, да, вот подают вам сигнал. Я вижу, что от этого света что-то хорошее произойдет. Хорошее, положительное и очень нужное в вашей жизни. Не могу сказать, что вы все разные. У кого-то действительно прозрение, как осенит вас, да, поймете, что, кто, куда, когда, зачем. А у кого-то именно световой какой-то сигнал мне идет. Вы пойдете на этот сигнал и куда надо придете, либо кому надо придете. Хороший на самом деле знак. С правой стороны все, что справа, это на благо вам идет. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.